Дети задают десятки вопросов каждый день. Бывает так, что вопросы маленьких почемучек ставят родителей в тупик. Меня зовут Султан. Я готов взять часть детских вопросов на себя. И каждый выпуск нашей программы даст ответ минимум на один детский вопрос. Сегодня я вам расскажу о Новом годе. Султан, а кто придумал Новый год? История Нового года уходит в древние века. С древних пор люди отмечали Новый год как новый сезон. Вот, наверное, ты историю учил, все люди занимались сельским хозяйством. Весной сеют, осенью собирают урожай, и каждый год новый сезон. Так вот, люди понимали, что год меняется, приходит весна, приходит осень, зима, и, значит, проходит Новый год. И все люди его встречали. В разных странах Новый год встречают по-разному. Например, в некоторых странах в сентябре, в некоторых странах в марте даже встречают. А вы знаете, что такое год вообще? Объясните вам, что такое год. Год, давайте по рисунку объясню, давайте. Да. Год – это один оборот нашей Земли вокруг Солнца. Вот наше солнышко, которое нас греет с его лучами. Вокруг Солнца летает наша планета, планета Земля. Она летит вокруг Солнца с большой скоростью и за год делает один полный круг. А кто знает, сколько дней в году? Правильно, за 365 дней, 4 часа и 3 минуты один круг полный делает земной шар вокруг Солнца. Это и есть астрономический год. А мы это явление воспринимаем как праздничное веселье в ночь с 31 декабря на 1 января. Вот представьте, в декабре самые длинные ночи. День очень короткий, а ночь самая длинная. Людям же скучно бывает по вечерам. Вот. И люди придумали себе такой праздник. Все же любят Новый год. Вот я всех, кого спрашиваю, детей, самый любимый праздник считают Новый год. Вы тоже так считаете? Да. Так вот, Новый год полагается украшать дома, украшать свое жилище и весело отмечать, праздновать Новый год. Султан, а почему на Новый год дарят подарки? Дарить подарки – этот обычай известен еще с доисторических времен. Еще в 153 году до нашей эры описаны факты именно того, что дарили подарки именно на Новый год. Такая традиция есть, что как встретишь Новый год, так его проведешь. Вот каким будет первый день Нового года, таким же будет весь год. Поэтому обязательно все люди стараются, несмотря на свои проблемы, несмотря на все неприятности, стараются в этот день быть веселыми, красиво одеваться, чтобы на столе было много еды и чтобы в доме было очень красиво и весело. А вы знаете, какой самый главный символ Нового года, без чего Новый год невозможен? Знаем, без елки. Правильно, украшать елку – это традиция. Елку наряжают всевозможные игрушки, всевозможные гирлянды. И сейчас мы попробуем сделать елочку своими руками. Будете мне в этом помогать? Да. Приступим? Да. Итак, сейчас мы сделаем с вами елочку своими руками из пластилина. У нас пластилин цветной, мы в конце его подкрасим из спрея зеленым цветом. А пока набираем разных цветов. Вот такие самые популярные цвета. В качестве основы у нас будет вот этот карандашик. На этот карандаш мы соберем ветви нашей елочки. Итак, прямо на карандаш наклеиваю куски пластилина. Мы его в конце все-таки подкрасим, но цветным даже более приятно глазам, более празднично, правда же? Самую трудную работу я выполняю, вы будете мне помогать, хорошо? Елка является главным символом Нового года. Обычай наряжать зеленое дерево появился еще в средневековой Европе. В то время не было такого изобилия игрушек, как сейчас. Поэтому люди украшали елку всякими вкусностями, яблоками и вафлями. Чуть позже, в XIX веке, появились первые шары из стекла. В России моду на украшение хвойного дерева вел Петр I, но обычай этот прижился не сразу, а только спустя 100 лет. В наше время елки устанавливают на всех крупных площадях мира – в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и Москве. Чем выше елка, тем больше она привлекает внимание. В 2009 году в Мехико была установлена самая высокая ель.
Ее высота была 110 метров. А вот самая дорогая елка была установлена в Арабских Эмиратах. Шары на этой зеленой красавице были сделаны из чистого золота. Вот такая смешная, забавная елочка у нас получилась. Давайте ее подкрасим зеленым цветом. Давайте. А то она чересчур пестрая. Не солидно. Правда же? Итак, для этого у нас есть зеленый спрей. Я чуть подкрашу. В сторону от вас. Вот такая мультяшная елочка получилась. Похоже вот немножко? Да. Я старался как мог. Султан, а вот на Новый год принято все украшать. Я бы тоже хотел попробовать своими руками что-нибудь сделать. Научишь меня? Ой, хорошая идея. Я бы тоже хотела своими руками сделать новогодние украшения. Хорошая идея, Фаришта. Мы сейчас сделаем новогодние украшения своими руками. Мы сделаем новогодние фонарики. Это обыкновенные баночки, из них мы сделаем светильники, фонари. Итак, светильник у нас будет подсвечиваться вот этими вот декоративными свечами. Мы их заранее разместим на дне фитилем вверх. Нужно попасть, чтобы фитиль был сверху. После того, как мы смонтируем наш фонарь, эти свечи мы подожжем. Так, у нас будет двух вариантов лампы. Одна будет при помощи этой сетки декорирована. Итак, вы мне обещали помогать? Да. Вот вам задача. Нужно из этой самоклейки вырезать маленькие разноцветные снежинки. Снежинки, домик. Вот тебе розовый цвет. А тебе, Хасан, вот такой бордовый цвет. Это тебе ножницы? Держи. Это, Хасан, тебе. Будь так любезна, спой нам что-нибудь новогоднее. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Молодец, очень красиво спела. Нравится елочка? Вот тебе посвящается эта елочка. Твой приз за твою красивую песенку. Клеим? Да. Теперь займемся декором светильника нашего Хасана. Я предлагаю вырезать домик такой сказочный, наклеить сюда. Давай? Султан, смотри, что у меня получилось. О, очень даже симпатичная снежинка. Молодец, здорово получилось. Вот будет элемент декора. Вот так я клею на твой светильник. Хасан, сможешь продолжить эту песню? Дальше знаешь слова? Нет, Султан, можно я спою другую песню? Давай, спой. Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Молодцы, здорово спели, настоящие будущие артисты. Так, посмотрим, что у нас получается. Хасан, вот твой фонарик какой симпатичный получился.
вот этот домик, а это снежинка. Давай еще что-нибудь добавим, как ты думаешь? Да. Так, теперь, Хасан, твоя лампа уже готова. Сейчас мы ее украсим вот этим бантом и зажигаем новогодние фонарики. Последний штрих. Итак, готовы наши фонари. Хасан, вот твой фонарь именной. Это фонарик нашей Фаризочки. Мы зажигаем свечи, которые внутри наших фонариков. Не забываем, что обращение с огнем должно быть очень осторожным в присутствии взрослых. Итак, наши фонари готовы. Чтобы увидеть их во всей красе, надо погасить свет и будем любоваться. Вот готовы наши светильники. Горят романтическим новогодним огнем, создают уют, комфорт, ощущение тихой радости и предстоящего счастья. Ну как, ребята, вам понравились эксперименты наши? Да. Симпатичные получились светильники? Очень. Главное, своими руками, правда же? Да. Заберите их с собой домой, будете встречать Новый год с нашими рукотворными светильниками. Договорились? Да. С Новым годом всех! Спасибо тебе, Султан, это было очень интересно. Да, спасибо, Султан. Рад, что угодил вам. Фонари забирайте с собой, встречайте весело Новый год. Каждый народ по-своему встречает Новый год. В Швеции Новый год ассоциируется с праздником света, поэтому в каждом доме принято включать все лампы и ярко освещать улицы. В Италии Новый год наступает 6 января. Согласно легенде, в эту ночь прилетает добрая фея Бефана. Она открывает золотым ключиком дверь, где спят дети, наполняет подарками детские носки, подвешенные к камину, и улетает обратно в свой сказочный мир. Если вы окажетесь в одном из городов Италии, не удивляйтесь, если из окон будут лететь утюги, стулья и другие вещи. Просто итальянцы уверены, что все старое нужно оставить в уходящем году. Кубинцы в канун Нового года заполняют водой всю посуду, которая есть дома, а в полночь выливают ее из окон. Таким образом, жители Кубы желают Новому году светлого и чистого, как вода пути. А вот в нашей стране другая традиция – загадывать желание ровно в полночь. Тогда оно обязательно сбудется. Вот так, друзья. Теперь мы знаем, как сделать новогодние украшения своими руками. Надеюсь, путешествие в мир знаний было увлекательным и полезным для вас. Присылайте ваши вопросы на наш электронный адрес. Автор лучшего вопроса станет участником одной из наших следующих программ. А мы с Фариштом и с Хасаном поздравляем всех с наступающим Новым годом! С Новым годом, друзья! С Новым годом!